Greetings, I'm Irina Panishkina, Research Associate Professor of University of Arizona. I'm here at the Laboratory of Training Research. This is the building that belongs to laboratory, and it's where we have all our work done. First of all, I would like to say thank you to the festival organizers for inviting me and giving me this opportunity to talk about reconstruction. And number two, I would think the idea to explain people what reconstruction means and does for Eurasian archaeology was marvelous, and I really look forward to speaking about this. I'm standing in front of the giant sequoia cross-section that was cut in 1931 with hand saw and commissioned by the founder of the lab, Elliot Douglas, for display at the lab. Elliot Douglas, the founder of the lab. Douglas был астроном, который устанавливал сеть солнечных телескопов в Северной Аризоне в конце 20-х, начале 30-х годов. И у него появился друг, когда он жил здесь, в Аризоне, Эмиль Хаури, антрополог, известный специалист по древним индейским поселениям в Южной и Северной Америке. Дружба двух этих людей привела к интересному открытию и к целому направлению археологических исследований, о которых я и расскажу вам. Хаури и Даглас, они выезжали в поле, собирали археологическую древесину, и Даглас играл с идеей, что можно построить длительную хронологию, начиная от живых деревьев вокруг поселений, и затем состыковать хронологию по живым деревьям с хронологией построенных по археологической древесине. Когда я говорю хронологию, я имею в виду датировку, перекрестную датировку годичных колец деревьев. Многолетние сборы материалов позволило Хаури и Дагласу построить два сегмента, один сегмент плавающий по археологической древесине, который заканчивался где-то в XII веке, и второй сегмент по живым деревьям, который заканчивался где-то в XV веке. И между ними был, как было оценено, 120-летний промежуток. Понадобилось очень много лет, прежде чем чисто удача, либо интуитивно, Даглас и Хаури обнаружили один кусок древесины, очень небольшой, я покажу его вам, как он выглядел, который позволит состыковать два фрагмента этой хронологии и определить точный календарный возраст индийских пуэбло в Северной Аризоне, в штате Нью-Мексико, в Юте. И кусок дерева, который позволил состыковать две хронологии, выглядит вот так. Это вот и есть тот знаменитый образец HH39, который позволит состыковать две хронологии и определить точный календарный возраст индийских пуэбло в Северной Аризоне. Я покажу вам сейчас несколько кусков древесины из коллекции Дугласа, которые он использовал в этой хронологии. Не всегда древесина, как вы знаете, в археологических захоронениях выглядит идеально, выглядит как современная древесина. В данном случае мы видим спин бревна, который весь изделие насекомыми, разрушенный гнилью. В то же самое время иногда можно найти кусок дерева, который выглядит так, как будто его срубили вчера. Вот это и есть в данном случае, я вам показываю, показываю небольшой кусок дерева, в котором находится где-то 300 колец. Это был так называемый стандарт или мастер-хронология для первого участка 12-11 века, хронологии, которую устраивал Даглас. А здесь вот как раз находится фотография, помните, я говорила об образце HH39, который состыковал эти хронологии. Здесь находится как раз фотография
Годичные кольца деревьев используются не только для установления возраста археологических, исторических объектов, но также и для восстановления условий окружающей среды, в которых археологическая древесина формировалась. Например, с помощью химического анализа ширины годичных колец, плотности древесины можно восстановить условия увлажнения, ход температуры в то время, когда древние люди жили, когда древние цивилизации были в том или ином месте. Поэтому, когда мы извлекаем из раскопа кусок древесины, даже если он выглядит очень слабо, очень разрушенно, как этот, эти куски древесины могут привести к большим открытиям. Например, восстановление климатических условий того времени, или, например, установить связь влияния климата на цивилизации, на сообщество людей, живших на той или иной территории, и узнать о причинах формирования тех или иных поведенческих привычек людей в хозяйстве и культуре. На этом я заканчиваю свое приветствие вашему замечательному фестивалю. Слово «реконструкция» я не использовала, однако же вы поняли, что с помощью годичных колец мы реконструируем возраст исторических или археологических объектов и восстанавливаем условия окружающей среды. Всего доброго, удачного!